Коньки, внедорожник или лодка. Какое средство передвижения выбрать в весеннюю распутицу, чтобы не попасть в травмпункт? Якутия должна войти в топ-15 регионов России по качеству образования. Как в республике планируют достичь этой цели? В России стартовала призывная кампания. Полсотни новобранцев отправятся в ряды вооруженных сил из Алданского района. Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Пятый международный арктический форум «Арктика. Территория диалога» готовится к открытию. Петербург впервые стал местом проведения этого форума. Он является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, освоения ресурсного потенциала арктического региона. Форум собрал более 2500 ведущих экспертов, ученых, политиков из России, США, Канады, Японии, Китая, скандинавских и других стран. Главная тема двухдневного форума «Арктика. Океан возможностей», а центральное его событие – пленарное заседание, на котором выступают российский лидер Владимир Путин, а также президенты Финляндии и Исландии, премьер-министры Норвегии и Швеции. А теперь к культурной программе форума «Музыка Арктики». Именно так назвали концерт, которым в мюзик-холле завершился первый день Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. Свои уникальные номера представили коллективы из самых разных уголков России. На одной сцене нашлось место и классики, и этники. Особенно отличились артисты из нашей республики. Своим мастерством всех покорил струнный ансамбль Государственной филармонии Якутии «Арка Арктика». Запомнилось и выступление оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранжело, руководителя нашей филармонии и одного из самых титулованных дирижеров, который участвует во многих фестивалях и постановках в России и за рубежом. К другим темам. Новые федеральные образовательные стандарты снизят нагрузку на учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России, комментируя инициативу активистов Общероссийского народного фронта по определению суточной нормы образовательной нагрузки на учащихся. В новых проектах ФГОС детально регламентировано минимальное и максимальное количество часов изучения программы. При этом порог минимального количества часов немного снижен, позволяя сократить нагрузку на учащихся. В министерстве также добавили, что новые подходы к стандартизации снизят стрессовую нагрузку на ребенка при переходе из одной школы в другую. Между тем, по качеству образования Якутия должна войти в топ-15 регионов России. По проекту «Современная школа» уже в этом году будут созданы 54 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». А до 2024 года таких школ в Якутии будет почти 250. Также планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 15 общеобразовательных учреждениях. Одним из приоритетных направлений является проект «Успех каждого ребенка». Его задача заключается в охвате детей дополнительным образованием. Надо сказать, что современная школа – это оснащение, значит, улучшение материально-технической базы наших школ республики. Но если там входит еще и строительство школ. Учитель будущего проекта, он направлен на развитие, на непрерывную подготовку наших кадров. Мы должны создать такой центр, 3 центра в республике и центр аккредитации учителей. Это новая форма. Еще один проект – это поддержка семей, имеющих детей, направлена на организацию психологической помощи детям, родителям, которые не посещают детские сады. Вот. Такие центры должны создаваться в районах. Коньки, внедорожник или лодка. Какое средство передвижения выбрать в весеннюю распутицу? О статистике травматизма и ситуации на дорогах Мирного расскажет Ирина Балкова. Упал, очнулся, гипс. Пресловутая фраза из старого фильма до сих пор актуальна в удачном. Сейчас, выходя из дома, необходимо одевать обувь с протекторной подошвой. И желательно непромокаемую, так как весна для дорожных служб, как всегда, пришла неожиданно.
Утром на коньках, в обед и вечером на внедорожнике. Местами можно просто лечь и проползти. Если ситуация не изменится, смело готовьте лодки и весла. Только так можно будет добраться до пункта назначения, говорят удачницы. Обходим грязь, обходим лужи, все тает, все бежит, конечно, не очень удобно. Особенно с ребенком, с санками уже много где уже просто не пройти. Как вы считаете, наши службы дорожные удовлетворительно работают? Отсыпаются тротуары, убирается снег? Да ужасно работает, и всю зиму ужасно, по-моему, работали, все это видели. И сколько люди падают, и все это накатано, потом камнями покидают, ни на коляске, ни на санке не проехать. Почему ситуация с года в год не меняется, а лишь приобретает более четкие очертания? И стало уже обыденным явлением. Искать ответ на вопрос мы начали с администрации города. И выяснилось, что проезжую часть обслуживает компания-гигант «Пешеходные дорожки» общества с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс». А придомовую территорию – удачнинское предприятие жилищного хозяйства. При таком переделе действительно сложно навести порядок. По контракту, который мы, городская администрация, у нас по графику в месяц 2 раза мы подсыпаем. Так что мы в месяц 2 раза подсыпаем, все, как говорится, фотографируются и документально все подтверждается. А если когда бывает, вот сейчас, в данный момент, в этом году как-то весна как-то нечаянно рано пришла, поэтому мы сейчас согласуем в этом месяце, по-моему, по дополнительным согласованием будем подсыпать. Только вот в договоре просто определены объемы отсыпки. А сколько раз в месяц необходимо производить ее, не указано. Следовательно, подрядчик, посчитав площадь и раскинув объемы на всю территорию, пришел к выводу, что получается только 2 раза в месяц. Но ведь существуют более или менее проблемные участки для пешеходов, и может исходить необходимо более тщательно. Что касается придомовых территорий, здесь ситуация обстоит немного иначе. Отсыпают по мере необходимости. Но все же ряд проблем существует. Дворов много, техника у нас, которая занимается подсыпкой, 1 единица у нас подсыпает, которая именно задействована на подсыпке. Тем не менее, мы стараемся отслеживать эти моменты и своевременно подсыпать, производить подсыпку. Сравнивая общую статистику по травмам за первый квартал 2018 года и нынче, количество травм несколько увеличилось. Из них 1/3 часть – это повреждения, полученные при падении на улице. Есть незначительное увеличение. Если 431 травма за первый квартал 2018 года, то 467 травм за первый квартал 2019 года. Поменялась немножечко структура травм. Сейчас люди более аккуратно стали ходить по улицам, и уменьшилось количество травм, что падает на улице. Но это связано не с качеством улицы, а с тем, что очень опасно ходить. Чтобы не омрачить солнечные дни больничной палатой, не стать жертвой обстоятельств на дорогах, выходя из дома, 100 раз подумайте, какую одеть обувь. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Что такое корпоративное волонтерство, чем оно отличается от обычного социального волонтерства? Как и где можно распространить такой опыт? В Якутске впервые стартовал форум по вопросам корпоративного волонтерства, где собрались порядка 50 участников. Все они представители бизнеса, добровольческих организаций, органов власти и государственных учреждений. В программе образовательные площадки, презентация лучших практик, панельная дискуссия. Есть и приглашенный гость, руководитель аппарата Ассоциации молодежных правительств России Марина Холохолова. Эксперт проведет тренинг по формированию туристической привлекательности. Мы заинтересовались развитием корпоративного волонтерства еще в прошлом году, когда в России проходил год волонтерства. В будущем, конечно, хотелось бы, чтобы в первую очередь тема корпоративного волонтерства распространилась на промышленные районы, где работают крупные недропользователи. Корпоративное волонтерство отличается именно тем, что в реализацию каких-то социальных программ, проектов на предприятии подключаются сотрудники этого предприятия при поддержке непосредственно руководства. В России стартовала призывная кампания. Из Алданского района в ряды вооруженных сил отправятся 50 новобранцев. О гражданской позиции, настроениях и самочувствии ребят расскажет Татьяна Бахнина.
Военные части Сибири и Дальнего Востока скоро пополнят новобранцы. Из Алданского района в ряды вооруженных сил отправятся порядка полусотни юношей. Именно столько военнослужащих планируется призвать в армию в ходе весенней призывной кампании. А всего повестки для явки в военкомат получили порядка 200 человек. Да, получается, 30% у нас, как правило, по здоровью все-таки мы освобождаем от призыва. 30% у нас это по семейным обстоятельствам получают, как правило, по учебе, отсрочке. Ну и оставшиеся это те, кто, вот, собственно говоря, идет на призыв. В первый день призыва процент явки в военкомат высокий, уклонистов нет. Среди молодежи служить в армии считается почетным. В рядах призывников, будущих защитников Отечества, спокойствие и позитивный настрой. Тяготы армейских будней ребят не страшат. Каждый мужчина обязан должен служить. И в дальнейшем работа, там все такое. Легче будет. Обязанность, долг родине. Армия – это обязанность. Если не было бы такого, как у нас армия была. В последние годы служить юноши отправляются охотно. Во-первых, престиж службы в армии год от года растет. Старые добрые традиции детских и молодежных организаций возрождает Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Соответствующая работа ведется в школах. Во-вторых, отдачу долга родине ребята напрямую связывают с собственными перспективами. Кроме престижа, это еще и, скажем так, определенная в жизни перспектива, потому что служивший в армии имеет больше возможностей трудоустройства в том числе. Потому что если хочешь кем-то быть, скажем, в госвласти, в муниципальных органах власти, нужно служить. Настроение у будущих новобранцев боевое, а вот о здоровье молодому поколению задуматься не мешает. Приверженность вредным привычкам и нежелание вести здоровый образ жизни приносят отнюдь не сладкие плоды. Больше получается желудочно-кишечный тракт как бы идет. Есть психические расстройства, но они не превалируют, но, к сожалению, присутствуют. Ну и костно-мышечный аппарат, он тоже. Весенний призыв 2019-го продлится до конца июня. Большинство призывников отправятся к местам службы в первый месяц лета. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.